Өзіміз отырып шай ішейік. Всем привет, меня зовут Куникей Нурлан, я ваш финансовый советник, и это рубрика «Чай шейк». В этой рубрике мы наливаем вкусный чай, берем вкусняшки и обсуждаем разные темы финансов и экономики. И сегодня мы с вами поговорим про экономию. Плохо ли экономить или же хорошо? И мой личный опыт. На самом деле экономия, вообще напишите в комментариях, когда я говорю экономить, какие чувства это слово вызывает. Это негативное. Кто-то скручивается, у кого-то живот болит, кто-то говорит: о, я сэкономлю, значит я заработаю. То есть на самом деле в рамках моего исследования, кстати, я пишу докторскую, между прочим, и, как говорят казахи, в УРСА буду доктором экономических наук. И тема моего исследования — это как раз финансовое поведение. И мы с психологической точки зрения тоже анализируем поведение людей. Какие чувства вызывают деньги, различные слова, действия, касающиеся денег. И вот когда мы говорим про экономию, что вы чувствуете? И когда мы опрашивали людей, кто-то воспринимает это в негативном ключе, как то, что вы себя ограничиваете. А для кого-то экономия — это заработал. Сэкономил, заработал. Давайте разберемся. На моем личном опыте экономия всегда воспринималась в негативном ключе, когда я была ребенком и подростком. Потому что мои родители в целом и окружающая среда, общество воспринимала экономию как ограничение, где ты в чем-то себя лишаешь зоны комфорта или комфортной еды, комфортных условий, да, ты экономишь, берешь более дешевые вещи и ходишь этой вещью, пока там дырка не залезет, тебе холодно или неуютно, неудобно. Это вот период, который я отношу к подростковому и, наверное, к детскому периоду, в котором вот экономия воспринималась взрослыми, более авторитетными людьми, я еще будучи ребенком, в негативном ключе. Но в дальнейшем, когда я уже переступила на самостоятельный путь, экономия у меня уже воспринималась с точки зрения азарта. Я воспринимала это как заработаю, сэкономлю, значит заработаю, достигну какой-то финансовой цели. То есть на самом деле все вопросы финансовой грамотности, даже это независимо от того, я финансист или нет, это мой личный пройденный опыт. И все советы, которые я даю на курсах, на консультациях и здесь, в YouTube, это все мой личный опыт, мои личные пробы. И исследования, которые я тоже делаю, конечно же, на базе своего личного опыта и опыта, который переживает наше поколение после развала Советского Союза, потому что это очень такой интересный кейс. Итак, то есть моя жизнь разделилась на две половинки. Первая половинка — это детство, в котором я воспринимала это в негативном ключе. Вторая половинка — это период, в котором я уже с азартом воспринимала, что сэкономлю, но зато я накоплю себе на путешествие, сэкономлю, зато я куплю себе классный телефон, сэкономлю, зато я себе сниму хорошую квартиру. То есть здесь вопрос экономии уже воспринимался с позитивного ключа. На самом деле ключевой вопрос экономии заключается в финансовой цели, в постановке финансовой цели. Когда у человека есть финансовая цель, которую он хочет достичь, например, накопить на первоначальный взнос, либо же съездить отдохнуть с семьей, когда у вас есть четкая финансовая цель в сумме, например, 500 тысяч тенге, разделенная на 12 месяцев, и вы четко знаете ежемесячно, сколько должны откладывать, тогда вопрос экономии и оптимизации воспринимается тоже с азартом, с позитивного ключа, что вы экономите, оптимизируете расходы с целью достижения более крупной, мотивированной, приоритетной финансовой цели, которая для вас важна. Все, к сожалению, сводится к отношению человека, как люди относятся к той или иной ситуации. Это даже, знаете, видно из внешних факторов, когда происходят какие-то политические кризисы, негативные ситуации. Заметьте, что в вашем окружении есть люди, которые это драматизируют, говорят: мы все умрем. Все, жизнь закончена, зачем мне что-то делать, идут, лежат на диване, все драматизируют, утрируют. А есть люди, говорят: ничего страшного, мы пройдем, да, эти кризисы есть, но пока это придет, мы там должны собраться, что-то сделать. То есть есть разные виды поведения. Конечно, есть, бывает, когда в розовых очках, когда вот все рушится, и ты такой: нет, мы все будем классно жить, все хорошо. Это тоже уже крайность. Но нужно всегда иметь баланс. Те вещи, на которые вы не можете влиять, они не должны на вас действовать с точки зрения там драмы или же сжирания вашей энергии, вашего состояния. А те вещи, на которые вы можете влиять, вы можете изменить и проконтролировать. То есть вы не можете повлиять на то, чтобы война закончилась, вы не можете повлиять на то, чтобы в мире все там бесплатно раздавали мороженое, да, либо же там кредиты были дешевыми. Вы на это никак не можете повлиять. Поэтому из-за этого зачем драматизировать и уходить в состояние
мы все умрем, и ничего не делать. Поэтому очень важно, когда вы касаетесь вопроса экономии, все-таки разобрать вашу финансовую цель, потому что экономия возникает из потребностей. Когда у человека большие долги, большие кредиты, ему приходится экономить для того, чтобы снизить долговую нагрузку. Но это не должно быть бесцельно. То есть у тебя есть большая кредитная нагрузка, и ты начинаешь просто бесцельно экономить. Ты должен все просчитать, прописать. Так, чтобы закрыть этот кредит, мне нужно в месяц экономить 20 тысяч тенге. Эти 20 тысяч тенге я не буду покупать кофе, я буду ходить пешком, буду ездить на велосипеде, или там я продам машину, буду ездить на велосипеде, или буду пешим прогульщиком, буду пользоваться общественным транспортом. То есть здесь вы сами для себя решаете ту часть комфортной зоны, в котором вы можете это сэкономить. Но обязательно нужно понимать, чтобы это не привело вас к еще худшей ситуации. Экономить на продуктах, экономить на каких-то условиях, которые могут принести урон вашему здоровью, не есть хорошо. То есть касательно экономии мы разделили на вот эти части, где мы должны четко понимать, для чего мы экономим, и наша финансовая цель должна быть четко декомпозирована. Давайте еще расскажу из своего личного опыта. Сейчас мне 37 лет, как я в целом пришла к вопросу экономии и своего отношения к финансам, исходя из опыта клиентов, которых я консультирую. На самом деле есть определенные реальности, можно сказать, правила. Если, к примеру, да, есть государство, куда ты заходишь, есть свои законы, свои правила в этом государстве, да, кому-то там черная кошка на удачу, кому-то черная кошка там считается каким-то плохим знаком, да, то есть есть определенные ограниченные географические, или же можно сказать там в рамках религии, или же можно сказать в рамках там национальности, культурных особенностей, разные кружочки, можно сказать, реальности, где есть свои правила и формы, да, и здесь нужно четко понимать, что если для вас 1 000 000 тенге или же, например, $1000, да, если кто-то нас, другие подписчики из других стран будут слушать, для вас является большой неподъемной суммой, и тратить 1 000 000 тенге в месяц это является, ну, совсем уже с ума сошел, то для кого-то 1 000 000 тенге потратить за 1 час является нормой. Вы должны четко понимать, что век капитализма, то есть весь мир сейчас у нас кружится в рамках капитализма. Что такое капитализм? Кто зарабатывает больше, тот может себе позволить, что хочет. То есть мы не можем против шерсти идти, говорить, что нет, я про то, чтобы за 50 тысяч нормально жить, зато я человек хороший, я не стремлюсь к большим деньгам. Нет, весь мир живет в правилах капитализма. Это видно даже в самолете. Когда вы заходите в самолет, никто не говорит: слушай, Зариночка, ты такая умничка, ты такой классный там профессор, академик, ты вносишь большой социальный импакт обществу. Давай ты сядешь в бизнес-класс. Нет, скажу: Зарина, ты заплатила за бизнес-класс? Не заплатила? Иди в класс без шарашек, да, грубо говоря. То есть это капитализм. Всем плевать, какой вы человек, что вы обществу приносите, сколько у вас детей, социальный статус, какая у вас нация, да. Все зависит от того, есть у вас деньги или нет. И когда вы воспринимаете эту реальность, вы понимаете, какие правила игры в капитализме и в тех реальностях, в которых там живут эти люди. Поэтому, когда вы себя ограничиваете тем, что вот 1 000 000 тенге это просто вот мечта, 1 000 000 тенге тратить в месяц невозможно, 1 000 000 тенге не может стоить сумка, это все вот дураки так покупают, это вы себя ограничиваете в части мышления и возможности управления деньгами. Я сама была очень большим скептиком. Я высмеивала большинство людей, которые покупали брендовые вещи. Я с точки зрения экономиста понимала, что эта сумочка в себестоимости стоит 10 тысяч тенге. Но за счет бренда, за счет того, что люди хотят быть приближены к этому окружению, эта сумочка стоит 100 тысяч тенге. Либо потому, что она продается там в СУМе в Москве, в торговом центре Ессентай в городе Алматы, да, там где-то там на Шибуя или вот в Гинзе в Токио, да, то есть есть обязательно какие-то дорогие места в любом мегаполисе, в любой точке мира, где себестоимость этой сумки 10 тысяч тенге, но она продается либо 100 тысяч долларов, $1 000 000, 1 000 000 тенге, а там 1 000 000 рублей. Все зависит от отношения и той реальности, в которой крутятся эти люди. И когда ты понимаешь, что такое существует, тебе легче воспринимать те или иные финансовые действия. И легче для себя принять решение, хочу я быть в этом кругу или не хочу. То есть, когда я, будучи финансистом, хочу этого или нет, была в окружении, которые позволяли себе в день там, тратить 1 000 000 тенге. Есть сейчас клиенты, которые могут тратить в день 15 миллионов тенге. 15 миллионов тенге – это целая квартира там, в Караганде,
в Астане, ну, в Алмате 15 миллионов тенге, в принципе, тоже можно найти квартиру где-то на окраине, но это существенная сумма денег. Люди годами должны зарабатывать, чтобы получить 15 миллионов тенге. И представьте, человек в день может потратить эту сумму денег просто на одежду. Достаточно вам зайти в дорогой торговый центр и посмотреть, что предлагает рынок. А рынок никогда не будет предлагать то, что кто-то не потребляет. Значит, есть покупатель на эту сумку, которая стоит 1 миллион тенге. Есть покупатель на эту еду, которая может стоить баснословные деньги. И это про то, что это реально существует, капитализм существует. И в этих вопросах, когда я с этим сталкивалась, я для себя приняла решение, что да, в действительности на текущий момент заработной платы простого наемного сотрудника я не готова позволить себе брендовые вещи. Я не понимаю, я даже не различаю, это фейк, либо же это там брендовая вещь. Зачем мне эта сумка за 1 миллион тенге, если я хожу в окружении, где люди покупают сумку за 15 тысяч тенге на зеленом базаре или барахолке. В мое время была сумка 15 тысяч тенге, очень классная на зеленом базаре. Я не знаю, сейчас можно такое найти или нет. Так вот, и когда ты понимаешь, что твое окружение и потребление, цены, услуги комфортны для тебя, это тоже нормально. Но я всегда была амбициозным человеком, и мне хотелось расти и вкусить, и понять, а каково это купить там дорогую вещь. И для того, чтобы купить эту вещь, я не делала каких-то неадекватных действий, что вот у меня зарплата маленькая, я пошла купила для того, чтобы просто почувствовать. Нет, я для себя сделала план, что мой уровень дохода должен вырасти до такого уровня, что 10% от своего дохода я могу потратить на то, что я называла в предыдущих рубриках «хотелка», для того, чтобы протестировать, а как я буду себя чувствовать. И в целом, как вообще для меня этот новый мир, в котором люди оставляют чаевые, в котором люди могут позволить себе бизнес-класс или же купить какую-то брендовую вещь просто потому, что это бренд. И как только я потихоньку для себя, конечно же, создала все комфортные условия, чтобы это не было сложно для моего бюджета, я стремилась повышать свой уровень дохода. Я когда перешла потихоньку на этот уровень, то поняла, что в действительности там открываются еще, как в игре, да, следующий уровень, что есть, оказывается, люди, которые могут потратить 150 миллионов тенге в день, да, есть люди, которые там миллиардеры, и вот тоже, наверное, видели в различных СМИ, что есть люди, которые заказывают пиццу там с Италии, с чартерным рейсом, чтобы просто вот свежую неаполитанскую пиццу там, с Неаполя или же там с Флоренции там попробовать. Я думала, это сказки. Но на самом деле у нас тоже есть люди, которые заказывают свежий плов, когда казан открывается в Ташкенте, Ташкент, Алматы, и вам на стол привозят свеженький горячий плов, который 2 часа назад готовился на больших казанах в теплых улицах Ташкента. И это тоже реальность, и такие люди существуют. Смотрите, когда я вам это говорю, что у вас возникает? Раньше у меня возникали мысли: наворовал, да это все коррупционеры, да это, наверное, те, которые себе где-то у кого-то украл, нажились, жиру бесятся, тут население там аштанулеватор и так далее и прочее. Лучше бы эти деньги он отдал там бедному там Васе, Пете там и кому-то еще. То есть, если у вас такое мышление возникает, и комментарий обязательно пишите, пожалуйста, я тоже хочу проследить, у меня такое возникало, то вы, к сожалению, вот на том уровне мышления, который вот я рассказывала до, да, в котором мы ищем оправдание тому, что не является вашей нормой. Если я сейчас побреюсь на лысо и буду здесь сидеть, обязательно это вас будет триггерить, потому что женщина не может быть лысой, либо у нее должны быть, не дай бог, какие-то там ситуации, либо же она бунтарка, с ума сошла, потому что в вашей реальности женщина всегда с длинными волосами или просто вообще с прической. То есть наш мозг не может воспринимать непривычные для него действия. И такое же понятно и в финансах. Когда вы видите, что человек заказывает плов с Ташкента просто для того, чтобы удовлетворить свои потребности и тратить на это большие деньги, для вас это не норма. И вы начинаете воспринимать это в агрессию, либо же в негатив и кидаете туда тухлыми помидорами, да лучше туда, сюда и так далее и прочее. И это мышление приводит, к сожалению, может быть, даже не к развитию, к деградации или к тому, что вы там просто остаетесь. Вот я сама лично такое проходила. Сейчас, когда я вижу, что человек там заказал себе плов, я думаю, ну, значит, может себе позволить. Он так захотел, он пашет, зарабатывает для того, чтобы удовлетворять свои потребности. Ему решать, как распоряжаться своим кошельком. Да, я бы так не сделала, да, для меня пока это неприемлемо, это считается too much. Но если я достигну определенного уровня денег, в которых я захочу вкусить
этот плов с Ташкента прямо сейчас не... Или же говорят же, вот поехали в Париж. Вот просто на выходные поехать в Париж, покушать эти вкусные круассаны, попить кофе с видом на Эйфелеву башню, да, почувствовать весенний Париж, или же там поехать на Сакуру в Токио, покушать свежайшее суши, да, суши, которые в Токио, это вот рыба, которая плавала утром, да, это, значит, свежайшая рыба. Это ведь удовлетворение твоих потребностей и хотелок, но если твой капитал и деньги позволяют удовлетворять эти хотелки, почему бы и нет? Здесь вот тоже отследите у себя мышление. Возможно, вы не всегда будете со мной согласны, но это пока мой пережитый личный опыт. Я пока в транзитной зоне. Я пока не могу себе позволить заказать плов с Ташкента, но поехать отдохнуть в Ташкент почему бы и нет. Но заранее сделать классный, грамотный финансовый план и финансовую цель. Таким образом, ребята, экономия — это всегда у нас исходит из наших приоритетных целей. И для себя обязательно экономию воспринимайте не в негативном ключе, а в ключе, в котором вы достигаете своих финансовых целей, ограничивая какие-то расходы. Но ограничение расходов — это не всегда плохо. Вы можете увеличивать свои доходы и не ограничивать себя в расходах, а оптимизировать только лишь хотелки. И тогда в целом можно будет грамотно управлять своими финансами. Өзіміз отырып, шай ішейік.